тематика Чингисхана, когда представляет его монголом, хотя он монголом никогда не был, Нирун-Авар. Есть данные о его родине настоящей, что это город Байлакан, то есть город Белакан нынешний, в Шаре. И что он был Чанка, то есть, что его оба сына были женаты на аварских принцессах, то есть, из рода Нуцал. Из троих. За третьего не выдали, потому что его происхождение было окутано, как сказать, завесой. Его жену похитил, Чингисхана жену ведь похитил один, и жил с ней некоторое время, и вот неясно было происхождение этого сына, этого ребенка, которого она родила, Чингисхана это был или его, поэтому за него не выдали. Но всем известно просто, что род Чингисхана и род аварских нуцалов были в династическом союзе, то есть и брачные там отношения были, и союзные отношения и так далее. Это все есть. Все это достоверно, это факт. Никто это отрицать уже не может. Поэтому история сфальсифицирована, Чингисхана причислили туда и сделали из него как бы мировое зло и так далее, и так далее. Но на самом деле, если тут скрупулезно разбираться, то государство Хорезм-Шахов, то есть тюркоязычное государство, которое пришло на смену эфталитским, завоевало их и утвердило свое господство там над местным населением, которое было вообще против этого первоначально, а потом они его ассимилировали. А Чингисхан, если он там, как они там говорят, будучи, если как вы принимаете его, что он типа тюрк, да? Он бы что, убивал тюрков? Или он освобождал эти земли от их власти, династии Чингисхана? А их захваченных использовал, так в свое время использовали как пушечное мясо, как которую не жалко, да? В дальнейших своих завоеваниях. Поэтому эта математика такая, она требует более скрупулезного изучения. Мы наглядно видим, что историю изменяли. Историю с России в 20 веке 4 раза переписывали. А что говорит уже о прошлой истории? Все прекрасно знают, что историю России взяли и переписали немцев так, как им было угодно. То же самое и периоды Чингисхана. А эти немцы, стопудово агенты Рима, они переписали все на свой лад. Да, действительно, в те времена ни одно западное государство, ни Священный Римский Союз, никто вообще в сторону, например, территорий, которые были захвачены и управлялись потомством Чингисхана, скажем, да, не могли даже позариться в их сторону. Потому что они их всех громили. Действительно, это так и было. Правильно этот парень пишет, Витязь, да, вот это. Он неправильно написал. Авары в состав этой империи добровольно не вошли, а вошли по причине долгой войны, по причине того, что мужское население практически было уничтожено этой войне, почти что, их очень мало осталось. Да и само население было уничтожено. Там 100-150 тысяч человек, которых там живых осталось. Это не есть кто масса населения, в большинстве своем женского населения. И мы, народ, который в это время были бы около 30 миллионов человек, сейчас представляем массу где-то 1 350 000, общую в мировом масштабе. Это для нас большой демографический удар был по нашей нации сделан. Это мы сейчас это ясно осознаем, а тогда ведь люди не понимали всех этих моментов. И тогда, и в последующие, и в советские времена, когда коммунистическая идеология вдалбливала, что вся предыдущая история была плохая, там правили там аристократы, они все плохие были, а они, рабы были хорошими, От их рабской власти теперь, все тут так красиво, четко живем здесь.